Прошу всех встать. Оглашается резолютивная часть решения Конституционного суда Кыргызской Республики. Именем Кыргызской Республики резолютивная часть решения по делу о проверке конституционности нормативных положений части 1 статьи 373, части 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, выраженных соответственно словами вынесенного по существу дела и по существу дела в связи с обращением Москаленко Александра Викторовича, Плохотина Ивана Викторовича в интересах узкоконцерта, а также о проверке конституционности части 2 статьи 267 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Адылова Эрнста Сабыровича в интересах АО «Мамыр» 27 декабря 2023 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сконбаева, судьи Айдарбековой, Бабукеевой, Дюшеевой, Джолдушевой, Касмалиева, Кадырбаева, Шашиналиева при секретаре Мамыталы Кызы с участием обращающей стороны Адылова Эрнста Сабыровича, Араповой Анны Викторовны, представляющих интересы акционерного общества «Мамыр», Плохутина Ивана Викторовича, представляющих интересы общества с ограниченной ответственностью «Канцлер». Сторона ответчика Санова Самата Хаштубековича, постоянного представителя Джохар Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде. Третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента и Кабинета министров в Конституционном суде. Искакова Эркена Бакбуровича, представителя Верховного суда по доверенности. Аванджолова Кундуз Бошкоевны, представителя Министерства юстиции по доверенности. Руководствуясь частями 1.2 статьи 97 Конституции, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности нормативных положений, части 1 статьи 373, части 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса, выраженных соответственно словам вынесенного по существу дела и по существу дела, части 2 статьи 267 Административного процессуального кодекса Кыргызской Республики. Поводом и основанием к рассмотрению данного дела явились ходатайства Москаленко, Адылова в интересах АО «Мамыр», Плохутина в интересах узкоконцерт и обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции отмеченные выше нормы и нормативные положения. Заслушав информацию судьи докладчика Касмалиева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, исследовав представленные материалы дела, выслушав мнение третьих лиц, руководствуясь пунктом 2 части 2, частями 4 и 5 статьи 97 Конституции, статьями 48, 49, 52 и 53 Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд решил признать нормативные положения части 1 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, выраженные словами вынесенного по существу дела, а также части 1 статьи 375 этого же кодекса, выраженные словами по существу дела, противоречащими частям 4-5 статьи 23, частям 1-2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Второе. Признать часть 2 статьи 267 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, противоречащие части 4 статьи 23, частям 1 и 2 статьи 61 Конституции в той мере, в какой не соответствует правовым позициям, выраженным Конституционной палатой Верховного суда Кыргызской Республики в решении от 17 марта 2021 года. Кабинету министров внести соответствующие изменения в действующее правовое регулирование, вытекающие из решения Конституционной палаты Верховного суда от 17 марта 2021 года и настоящего решения. До приведения правового регулирования в соответствии с решением Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 17 марта 2021 года и настоящим решением непосредственно применяются Конституция, решение Конституционной палаты Верховного суда от 17 марта 2021 года и настоящее решение Конституционного суда Кыргызской Республики. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. Решение принято на основании тех выводов, к которым пришел Конституционный суд. Во-первых, Конституционный суд посчитал, что решение от 17
марта 2021 года не исполнен в полной мере, насколько он должен был быть исполнен. Ну и, соответственно, касательно Гражданского процессуального кодекса, Конституционный суд также пришел к выводу, что однородные по своей сущности правоотношения должны регулироваться одинаково, тем более, что по этому поводу имеется решение органа конституционного контроля. Решение понятно? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.